Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института истории имени Марджани, профессор, заслуженный деятель науки Татарстана Гузель Фуадовна Валеева-Сулейманова. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Ну, так сложно я вас достаточно представил. Давайте как-то упростим, может, немножко. Доктор искусствоведения, достаточно так сложно звучит. Все-таки есть у каждого доктора в любой специальности своя специализация. У вас какая? Вообще у меня официальная специальность по ВАКовским вот этим критериям – это декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и архитектура. То есть еще усложняется. Но, в принципе, область моих интересов относится преимущественно к декоративно-прикладному искусству, тюркскому, татарскому. И иногда приходится писать статьи и по нашим художникам, по изобразительному искусству, по скульптуре, по монументально-декоративному искусству. У меня первая диссертация кандидатская как раз была посвящена монументально-декоративному искусству Татарстана. Поэтому по образованию я архитектор, и мои исследования были в начальном периоде связаны тесно с архитектурой, а позднее уже я увлеклась прикладным искусством, особенно ювелирным мне нравится. Знаете, как-то вспоминается сразу вот эта известная фраза персонажа из советского фильма: «У вас замечательная профессия, вы занимаетесь тем, чего нет». Да. Это можно к вам тоже отнести? Да, я люблю очень свою профессию, и вообще в любое время, в любые времена искусство, оно всегда спасает, оно дает стимул сегодня-то это существует? Жизни. Вот татарское декоративное искусство. Конечно. В его классическом хрестоматийном, скажем. Вы знаете, сейчас у нас уже ничего классического нет. Да. То есть все у нас модернизировано. И если вы посмотрите наши музейные коллекции, то вы можете увидеть там классическое искусство. А если вы выйдете на улицу Баумана, вы увидите много татарских сувениров, и вы увидите, насколько изменилось понятие классического в его современной интерпретации. Раз уж вы заговорили о сувенирах, давайте о них сначала поговорим. Тоже Пожалуйста. Интересная очень тема. Вы считаете, что вот то, что мы видим сегодня на наших прилавках, это, конечно, не татарское искусство? Или каким-то образом оно все-таки имеет какие-то черты? Нет. Вы знаете, дело в том, что сувенир здесь экономическая проблема. Здесь стараются как можно более дешевый сделать сувенир. И когда это происходит удешевление, то, естественно, этот ручной труд, который был характерен для татарского искусства испокон веков, он исчезает. Например, ручная работа, она заменяется такой механической работой. И это очень сильно сказывается на самих предметах, на изделиях. Поэтому сувениры – это то, что так сделано очень быстро, недорого, и то, что оставляет память. Главное, для кого? Все понимают, что турист достаточно непритязателен, и это все-таки не музей, а салон сувениров. Но если мы говорим о подарках, о дорогих подарках, то, естественно, у нас есть целый отряд художников профессиональных, которые создают ручные изделия, ручную, и на очень высоком уровне, я бы сказала. Когда мы с вами говорим, возвращаясь к вашей специальности, специализации, о татарском декоративном, прикладном искусстве, мы как-то должны все-таки проводить параллели между татарским, мусульманским, или для вас это все одно? Нет, вы знаете, мы должны все-таки проводить некоторые разграничения. Дело в том, что само понятие даже мусульманское искусство, в этих арабских странах там все понятно, у них все искусство исламское и мусульманское. Мне кажется, что правильно разделять исламское и мусульманское. То есть исламское – это искусство, которое имеет некоторую такую религиозную основу, а мусульманское – это искусство, которое создается художниками-мусульманами. Но еще интересно очень получается, что поскольку татары в общем мусульмане, и получается, что все, что они создают, это имеет отношение к мусульманскому искусству. Но, начиная с второй половины XVIII века, очень сильно было влияние и русского искусства, и европейского искусства. Происходит модернизация, европеизация татарского искусства, мусульманского, и оно начинает развиваться в лоне европейского искусства. И
А в советское время вообще в традициях татарского искусства работают художники разных национальностей. У нас есть великолепные вот художники, например, Софья Даниловна Кузьминых, которая полностью освоила технику татарской кожаной мозаики. Вот. Есть Борис Шубин был, к сожалению, его нет, в керамике работал. То есть здесь как бы многонациональное искусство, но работает в традициях мусульманского искусства, получается, да? А что сегодня более востребовано, скажем так, татарское искусство, мусульманское искусство? К исламскому искусству мы бы отнесли искусство шамаилей. Да. Ну, вот, роспись да. мечетей, что-то такое. Да, то, что связано с декором мечети. Вот. Я думаю, что и то, и другое востребовано. Но раньше шамаили были запрещены, они вот почти весь до 90-х годов шамаили были под запретом, как религиозное, так сказать, панно религиозного содержания, а с 90-х годов вот это искусство возрождается, и сейчас многие дома имеют шамаили для того, чтобы как-то показать свою приверженность вот исламу, мусульманской религии. То, что сейчас вы бы назвали упадком, вот хотя бы в этой сфере? Вы знаете, я считаю, что говорить об упадке вообще не стоит. Дело в том, что человек, он развивается, и искусство, оно как бы тоже развивается. Есть разные периоды. И то, что кажется упадком в какой-то определенный период, оказывается, что это был просто такой пограничный период перехода от одной системы ценностей к другой. То, что мы видели в изобразительном искусстве, да, от Мане до Валевича. Да. И в прикладном искусстве упадком может быть только то, это потеря профессионализма, потеря ремесленной традиции, потеря мастерства. Вот это как упадок. с этим у нас? У нас есть кому обучать? Вы знаете, с этим проблема у нас есть. К сожалению, у нас нет, ну, во-первых, высших учебных заведений художественных, где бы обучали декоративному прикладному искусству. В Казанском художественном училище у нас есть отделение кожаной мозаики и золотого шитья. Там они изучают вот эти виды татарского искусства. И профессионально-техническое училище «Сороковое», где, значит, готовят таких исполнителей, я бы сказала, вот ремесленников. А вот то, что касается художников, профессиональных художников, как раньше к нам наши художники обучались в основном в столичных вузах, в Москве, в Петербурге, в Ленинграде тогда, где-то в Прибалтике, и приезжали в Казань, и здесь работали. Сейчас такого нет, к сожалению. Сейчас все наоборот. Наши советские художники, скажем так, действительно обучались в Москве и возвращались сюда, чтобы здесь приложить. Теперь происходит, я это видел собственными глазами, ребята, которых нельзя в этом винить, конечно же, за длинным рублем едут в Москву, которого длинного рубля в Казани, как мы знаем, нет. В этой сфере точно. К сожалению, у нас в Казани нет вот этого арт-рынка достаточного. Наше, так скажем, население, что ли, оно не приучено иметь произведение искусства. В Москве в этом смысле, конечно, рынок гораздо более широкий. Ну, там и много приезжает и туристов, хотя в Казани тоже есть туристы у нас. Зоя Федоровна, я знаю, что вы достаточно критически высказываетесь о многих аспектах. Мы знаем, что искусствоведение – сфера обширнейшая. Мы можем говорить с вами, конечно, об очень многих вещах. Можем поговорить об архитектуре, наверное, это очень многих людей интересует. Как вы оцениваете современную архитектуру? Ну, давайте уж Казань возьмем так, чтобы было нагляднее. Да? Потому что я, например, если попросите меня что-то татарское такое в городе показать, но я вспомню совсем что-то новенькое, это вроде Туганово-Илым, это какая-то такая деревня, стоящая в мегаполисе. И я, конечно, вспомню про Кулшариев. И, может быть, даже больше ничего и не вспомнится. Ну, вы знаете, вот здесь есть такая проблема стилизации. Стилизация – это когда что-то делается под. Вот под татарское делается. Вот. Я не беру это вот мечети, строительство религиозных сооружений. Татарское, не мусульманское, скажем. Да. Я беру вот чисто вот такое. И почему-то стилизуют в основном под татарскую деревню. Вот. И, ну, вы знаете, я не могу сказать, для туристов это, наверное, интересно, но с точки зрения развития архитектурной школы, вот как школы, профессиональной архитектурной школы, мне кажется, вот таких очень серьезных объектов в Казани очень мало. Ну вот чашу вы назовете татарским объектом? Ну, в принципе, она тоже стилизация, конечно. Но там есть попытка
соединить, там и архитектура, там и прикладное искусство, это же как бы казан, чаша получается. Вот. Ну, это такой объект, который нельзя сказать, что он вот развивает профессиональную архитектурную школу. Он такой очень зрелищный, интересный объект. Но, вы знаете, постепенно... Для современного художника, это творение современного художника, да, больше важен, конечно, вызов, нежели чем, собственно, да, вот я говорю, если у нас история, несколько вот таких объектов образуется, будут спроектированы архитекторами, тогда мы можем говорить о том, что в Казань приобретает свое какое-то индивидуальное лицо. Но сейчас очень много у нас вот псевдо такой архитектуры, под французскую вот архитектуру там, ну, в основном под европейскую. Но вы знаете, вот в русской архитектуре начала века это влияние тоже было очень сильным, кстати. Было сильным европейской архитектуры. И вот здесь как бы мы ничего нового не создаем, а хотелось бы что-то новое свое. Я вот тоже сижу, вас слушаю и думаю, а если бы меня попросили назвать что-то из русского зодчества, ну, что-то русское в Казани, многим людям очень интересно посмотреть не только на что-то татарское, но такой русской национальности. Что я бы назвал, кроме Казанского Кремля? И с ним-то не все ясно. Да, там тоже нет. Там мы не можем сказать, что это чисто русское тоже. Ну вот, например, башня Сюмбике. Я знаю, что ваш папа, который, если я не ошибаюсь, был первым доктором искусствоведения в Поволжье, Фуат Хасанович Валеев. Он как раз говорил о том, что башня Сюмбике татарского происхождения. Да, и не только То он. Есть была построена до 1552 года. Да, не только он. Вот Брунов был архитектор такой. И вообще, вот если мы возьмем русских исследователей дореволюционных, очень многие из них говорят о том, что башня Сюмбике была построена до завоевания. Они относили ее к памятникам татарской архитектуры. Наверное, одной из лучших иллюстраций того известного изречения, что имеем, не храним, служит то, что вот буквально на днях, как вы говорите, вы выступали с лекцией, и не для Московского, Санкт-Петербургского университета, а для Оксфордского университета. Да. И лекция эта касалась именно Казанского ханства. Да, искусство Казанского ханства. Вы знаете, я сама была удивлена, когда мне позвонили из Оксфордского университета и предложили выступить с лекцией об искусстве Казанского ханства, именно о средневековом искусстве и его влиянии на искусство России. Но я вот взяла русскую дворцовую культуру 16-17 веков, потому что этот материал, он как бы недоступен для нас. Многие об этом не знают. И вообще не только в Казани, а вообще в мире. Очень мало известно о влиянии искусства Казанского ханства на культуру Московской Руси времен вот Ивана Грозного и после него. Вот. Но почему неизвестно? Потому что все эти памятники в свое время были увезены из Казани, произведения искусства, они находятся все в оружейной палате Московского Кремля. И в фондах оружейной палаты еще никому вот так детально работать не приходилось. В 90-е годы вот мне удалось там побывать, когда мы готовили альбом «Декоративно-прикладное искусство казанских татар», вот он в Москве вышел. Тогда мне удалось побывать в фондах оружейной палаты. Я там увидел очень много наших предметов, которые в свое время были увезены. Шапка Мономаха. Нет, казанская шапка, корона последнего татарского хана Эдегера. Ну вот в своем докладе я как раз говорила и доказывала, обосновывала, что она все-таки принадлежала, скорее всего, хану Мухаммед Эмину. Это был такой хан тоже на Казанском троне в начале XVI века. Вот. И очень заинтересовала идея того, что шапка, она сделана в форме цветка лотоса, а лотос, он как бы цветок, который распускается утром и закрывается вечером. То есть он как бы объединяет солнце и луну. В Коране написано, что украшение желательно делать из серебра, а казанская шапка сделана из золота. И поэтому вот это соединение солнца и луны как бы в таком суфийском представлении говорит о том, что татарские ханы, они были и поэтами, но мы знаем, что Мухаммед Эмин, он был поэтом, и суфиями были. Вот. И вот эта казанская шапка, эта корона, которую носил потом Иван Грозный, он любил ее одевать при приеме иностранных послов, эту шапку,
она вот является вот таким интересным символом. Символом цивилизованности, я бы сказала, Казанского ханства, высокой культуры, потому что сама-то она исполнена в такой очень сложной технике пропиловки, и там еще чернение на тулье шапки на золоте. Вот это, это великолепное произведение искусства, его можно отнести к шедеврам мирового искусства. Может быть, есть что-то еще в вашей коллекции, так, чтобы мы все удивились, что мы считаем, может быть, русским, а на самом деле является татарским? Вот знаменитая шапка Мономаха, о ней я тоже писала. О ней писали и русские ученые, вот Вернадский, который историк очень известный, он потом в Америке работал, Марк Григорьевич Кармаровский, они все относили ее к эпохе Золотой Орды, эту шапку. Моя лепта, мой вклад был в том, что я смогла обосновать, что это была женская шапка, и принадлежала она Кончаке, сестре хана Узбека, которая вышла замуж за московского князя Дмитрия. После того, как их отравили, она досталась брату Дмитрия, Ивану Калите, и потом она долго лежала в сундуках. Отец Ивана Грозного, Иван III, он вытащил ее из этих сундуков, когда Москва должна была объединить все русские земли. И требовалась вот такая идея объединения русских земель, Москва должна была быть преемницей Византии в этом, Константинополя. И эту шапку, опушили мехом. Раньше там были подвески налобные. Завершили крестом, тоже убрали. Там был такой... Раньше носили там перо. Птичий перо, это была шапка невесты. И придумали вот такую интересную легенду, что эта шапка Мономаха, она была подарена Владимиру Мономаху, русскому князю, константинопольским императором Константином Мономахом. Это такая версия, она уже не соответствовала действительности, потому что Константин умер почти за 100 лет до Владимира Мономаха. Историкам это было известно, они об этом писали, но никто не мог как-то связать эту шапку с женской. Почему я ее связал? Потому что, во-первых, там интересный орнамент, он встречается именно на женских шапках, использование жемчуга и других драгоценных камней. В Крыму были найден такой симферопольский клад с женскими шапками, где как раз такое же завершение используется, как в шапке Мономаха. То есть у нас уже есть сравнительный материал, по которому мы можем сказать, что шапка-то в общем-то женская. Вы знаете, наверное, каждый из нас сегодня, и особенно люди, проживающие здесь, в Татарстане, представляет из себя некий прообраз этой шапки Мономаха. В нас намешано все, что только возможно. Да, вообще это евразийское пространство, где находился Советский Союз, сейчас Российская Федерация, оно, в общем-то, такое, многоликое, многоэтничное. Вы ощущаете в себе это слияние культур? Если да, то в чем? Я, конечно, ощущаю. Дело в том, что так сложилось, что когда я родилась, я ходила в русский детский садик, потом училась в английской школе на русском языке. И это, конечно, наложил свой отпечаток. И в музыкальной школе мы изучали в основном русскую музыку. И с детства я воспитывалась в атмосфере русской культуры. Хотя папа и бабушки мои, и дедушки я не застала, они старались обучать меня татарскому языку. Дома мы по-татарски разговаривали, и друзья папы все были такими известными писателями, художниками, не буду перечислять сейчас. Были среди них и русские художники, композиторы, Александр Ключерев, например, который татарскую музыку писал. И, такая среда, которая, в общем-то, она объединяла и татарские, так сказать, деятелей, татарских и русских. Воробьев у папы тоже, Николай Иосифович, был его учителем.
И всегда было такое уважительное отношение, особенно вот среди интеллигенции. Я не знаю, вот как это было в других кругах, вот, но интеллигенция, вот татарская и русская интеллигенция, они, в общем-то, всегда были в тесных контактах, и у них было много общего. Вот. И, ну, видимо, вот то, что вот в этой среде я воспитывалась, это наложило отпечаток некоторый на мое сознание. Вот. Хотя я, когда начала заниматься искусством, я настолько полюбила татарское искусство, я настолько прониклась вот, в эти корни, в свои традиции, и в булгарское искусство. И я поняла, насколько была высока эта культура, и как она как-то незаслуженно все-таки находится в тени. Ее еще не оценили до конца. Она требует вот оценки. У вас есть какая-то личная, домашняя, может быть, коллекция? Коллекционируете что-то? Я представляю себе ваш дом, мне кажется, он полон просто. Да, да. У меня много работ татарских художников есть. Ну, не скажу, что много, но очень ценные работы. Вот. И поскольку я ездила в экспедиции где-то около 20 лет, я в экспедициях была по татарским деревням, у меня есть некоторые такие предметы, в которых отражается вот, многогранная татарская культура. Она тоже многогранная, понимаете? Учитывая то, что и российская культура многогранная, но и татарская культура тоже многогранная, потому что много разных этнических групп. Много я отдаю в музей. Вот мой папа, он вообще основал как бы коллекцию музея изобразительных искусств по татарскому искусству, именно коллекцию. А ведь музея декоративного прикладного у нас нет. Нету, к сожалению, нет. И Я это... тоже уже давно об этом говорили, мой папа мечтал об этом. Но вы знаете, нет, пока нет. У нас, кстати, был хороший музей, вот музей тысячелетия Казани, он назывался, до этого музей национальной культуры. Там вот была собрана такая достаточно интересная коллекция, но сейчас этот музей, он как бы, там сейчас находится библиотека национальная, и музей пока в таком разобранном виде, к сожалению. Но там была хорошая экспозиция у них. Зоя Фадовна, последний, наверное, вопрос. Вы, конечно, видели стратегию развития татарского народа. С вашей точки зрения было бы интересно послушать, что вы скажете с точки зрения искусствоведа. Вы считаете ее реальной? И что бы вы туда добавили? Вы знаете, я как-то вот считаю, что, конечно, какие-то документы должны быть, но это должны быть такие идейные концепции, идейного характера. Мы не можем там все предусмотреть. По искусству там вообще практически ничего нет. Вот, там в основном образование, речь идет об образовании. Об искусстве, к сожалению, вот у нас искусство, оно как бы всегда остается в тени. Прикладным, да, и прикладное. А тем более татарское искусство, оно в основном декоративно-прикладное, если мы возьмем. То там я не нашла вот таких разделов, где бы речь шла об этом. Но как-то мы все время говорим о культуре, и, видимо, подразумевается что-то как-то. Ну, не знаю, конкретики нет. Давайте на оптимистической ноте. У нас, по-моему, все оптимистично. У нас все хорошо? Да, я считаю, что все хорошо. Знаете почему? Когда люди критикуют и что-то высказывают, то они помогают, чтобы плохое изменить к лучшему. И не надо относиться к критике как к чему-то негативному, потому что она, в общем-то, дает возможность двигаться вперед и в правильном, в положительном направлении. Я не люблю критиковать наших художников, творцов, потому что, когда их начинаешь критиковать, у них руки опускаются, они настолько эмоциональны, и поэтому я всегда стараюсь им только подсказывать, сказать, вот, это плохо, там, это не подходит. Нет, просто вот надо в этом направлении работать, надо вот в том направлении работать. Приходится совершенствоваться, я по себе знаю. Да, конечно. Мы должны понимать, что в любой культуре основанием является вершина. Да. Наверное, из этого и нужно исходить. И я хочу сказать, что я благодарна своим учителям, так скажем, в кавычках, которые заставили меня двигаться вперед. И вот эта критика, какие-то сложности, которые возникают на твоем пути, они, в общем-то, тебя закаляют.
И это помогает тебе двигаться в правильном направлении. И я считаю, что все очень даже хорошо в нашей жизни. И надо давать всем возможность высказаться и высказать свое мнение. Если это будет, если будет свобода в выражении мнений, как мне кажется, это будет идти только на пользу нашему обществу. Спасибо вам за то, что так интересно и конструктивно вы сегодня высказались. Вам спасибо, вы умели задать нужные вопросы. Спасибо большое. Напомню, сегодня гостем программы «7 дней плюс» была доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института истории имени Марджани, профессор, заслуженный деятель науки Татарстана Гузель Фуадовна Валеева-Сулейманова. До новых встреч!